Здравствуй, Евгений Михайлович. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, как у тебя появилась идея создать проект «Кузница Искар»? Ну, вообще я сюда приехал из Санкт-Петербурга, и там я работал кузнецом. И очень-очень-очень скучал по этой работе. По душе она мне была. И вот для души вот тут вот решил построить себе кузницу. Кузница чем занимается? Самое хорошее, чем она может заниматься, это горячая ковка. Но основной хлеб кузнеца – это баганаж. Делать козырьки, заборы, оградки, ну и все остальное мелкое железное. А красота – это металлические скульптуры. Ну, это мечта. Почему название такое «Искар»? Название в свое время родилось путем публичного голосования. Я спрашивал там в интернете, много-много людей, предлагал разные варианты. И «Искар», оно созвучно инокомьем языке, потому что означает крепость. Вот. И легко произносимое коми слово для русских людей. Когда написал проект на грант в Серебряную тайгу? Вот. Про Серебряную тайгу мы узнали в 2019 году. Тогда написали грант, деньги получили на осуществление в 2020 году. Что удалось приобрести на выделенные деньги? На выделенные деньги купил оборудование. Это хороший профессиональный полуавтоматический сварочный аппарат. К нему оборудование, там сварочные маски, баллоны, все остальное. Потом купил кровельный материал на крышу и стройматериал на каркас. Сколько своих сил и средств вложено? Сил немерено вложено, потому что строил я один. Причем строил принципиальный, один из вредностей своего характера. Вот. А средств вложено ровно столько же, сколько я получил грантовых денег. На тот момент проект стоил где-то 500 000. Вот. И делаю помаленьку, делаю. Каждый день по чуть-чуть. Построен на каркас. И вообще, как показала практика, аппетит приходит во время еды. Изначально кузница должна была быть размером в 4 раза меньше. Ниже в 2 раза и в 2 раза меньше в этом. Но в итоге, так как не достался фундамент готовый, я решил развернуться на всю катушку. Поэтому и проект так сильно подорожал и сильно замедлился в осуществлении. Как развивается проект в настоящее время? Проект хорошо развивается. Он подорожал за последнюю неделю ровно в 2 раза. Теперь он стоит ровно 1 000 000, потому что у меня есть замечательное приобретение – пневматический кузнечный молот. Если его покупать, он стоит 500 000. Но мне его подарили. Поэтому, да, это счастье, большое счастье кузнеца. Если я его поставлю, это будет сильный толчок вперед. Ну и сейчас я готовлю пол под заливку и под фундамент для этого молота. Земляные работы. Вот летом буду добивать кузницу, затащу молот, залью пол, потом другую половину также, потом остекление. Ну и, в принципе, все. Наверное, к осени при хороших раскладах откроем производство. Основной хлеб кузнеца – это паганаж. Это скучное изготовление разных градок, заборчиков, калиток, козырьков, крылечек, все остальное. Это когда серийное производство, и это основная прибыль. Но душа художника просит другого, и поэтому самое дорогое, но самое редкое – это горячая художественная ковка. Это изготовление мебели красивой, авторской, изготовление скульптур металлических, ну и любые уличные и даже внутридомовые вещи. И отдельным искусством для кузнеца является изготовление ножей, там, топоров, такого холодного оружия. Оно на грани вообще произведение искусства будет. Сабли, мечи сказочные, шашки рухаев, все остальное. Вообще, планы на будущее – это приобретение еще станков. Станков так называемой холодной ковки. Это крутильные автоматы, которые делают завитушки разные для серийного производства. Пару станков крутильные, которые завивают косички, которые делают корзинки. Такое простое механическое для мелкосерийного производства. Это когда уже станем на ноги. Расскажи нам про свое приобретение новое. Это 75-й молот. Что значит 75-й? Это значит, что у него ударная сила 75 килограмм на квадратный сантиметр. То есть это небольшой и не маленький молот. В самый раз то, что надо. Мне его подарил Глуханич Александр Андреевич. Совершенно безвозмездно. Мне его нужно затащить и запустить. Вообще пневматический молот основной инструмент кузнеца при горячей ковке. Он ускоряет работу в 10 раз, наверное. То есть очень бодрый агрегат. У него 2 поршня. Вот поршень накачивающий и поршень рабочий. Электродвигатель крутит накачивающий поршень, он вытягивает при помощи вакуума этот поршень, и он поднимается. Потом нажимаешь, клапан открывается, и ему ударяет. Ему палец в рот не клади. Вот. У меня в Питере был молот 50-й. То есть 50-ка, он слабенький был. И был 150-й. То есть он очень сильный. А этот, он заменяет собой 2 молота, 150-ку и 50-ку одновременно.
Это видно по форме нижней наковальни, потому что только для больших заготовок нижняя наковальня трапециидальная. Если прямую наковальню вешать, она расходится лепестком. Силы достаточно, поэтому трапеция. Специально для затаскивания молота приобретен грузовик ГАЗ все три, военный. Специально для этого запланирована незашитая стена сзади. Подъезжаем сзади, подцепляем на длинный трос, включаем первую пониженную передачу и медленно тянем. А еще Егор и Вова будут сзади толкать. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект.